Пожарная сигнализация в неисправном состоянии. Провода везде. Нарушения видны сразу. Не успевает комиссия переступить порог торгового центра «Домино», как сразу же фиксирует нарушение. И неисправная система пожарной безопасности здесь только первый пункт в длинном списке. Продолжает ряд один из 3 аварийных выходов, который закрыт на замок. Сделан эвакуационный выход со 2-го этажа. Не соответствует действующим требованиям пожарной безопасности. И замок висит. На просьбу комиссии отпереть дверь владелец пожимает плечами, мол, ключ забыл дома. А вот на 2-м этаже выход как раз есть, и он даже открыт, да только спасительным его явно не назовешь. Здесь мы видим выход, но лестницы нету. В числе нарушений на этом этаже также легко воспламеняющаяся деревянная отделка стен и неутвержденный план эвакуации, а вдобавок и ненадежный огнетушитель. Так, маркировка. Маркировки нету. Если первый этаж отдан под супермаркет, то 3-й занимает в основном мебель. Если вдруг начнется пожар, то пламя быстро охватит весь этаж. Еще один пункт в списке нарушений. А вот какое наказание ждет владельцев, будут решать уже компетентные органы. После проверки мы сейчас составим информацию о своих нарушениях и направим в прокуратуру для принятия решения по данному факту. Торговые центры и павильоны, соцобъекты и места массового скопления людей. Специальная группа в составе представителей местной администрации, Горгаза и МЧС должны обойти весь город, проверить все и вся на исправность мер противопожарной безопасности. И это вовсе не прихоть властей, а элементарные меры безопасности, чтобы не допустить повторения кемеровской трагедии. Пожарной тревогой работников Ингуш-регион-водоканала извещает о ЧП не только в самом здании, но и в Сунжском доме культуры. В то время как одна группа бросается на тушение огня в здании, другие выезжают в ДК. На все команде даются считанные минуты. Всем коллективом буквально, даже, может быть сказать, оперативно вышли, не потеряли ни секунды, уложились в нормативы. Выхода у нас из здания 3 пожарных выхода, все открыты. Буквально и 2 минуты мы тратим на то, чтобы покинуть полностью, персонал покинул помещение. Водовозы, как правило, всегда должны быть наготове. Их заранее заполняют водой, ведь пожарные уже ждут подмоги на месте пожара. Вся необходимая техника у водоканала есть, а главное – в исправности. Чтобы машины, пожарные машины МЧС не выезжали, мы бесперебойно водой их снабжаем. Такое действие отработано, и также за тушение пожара в административном здании. Техники хватает, даже мы дополнительно вспомогательную технику послали для вспомогательных действий. Буквально вчера мы проводили учения вообще в городе по действиям сил и средств РСЧС полностью по городу. Такие учения периодически проводим согласно плану. Да, учения никогда не бывают лишние, конечно. Без этого правильные действия сотрудников не знают, поэтому периодически мы должны это повторять. Прежде чем провести тренировку, все действия коллектива не раз обсудили на совещании. В свете последних событий в Кемерове стало понятно, мерам противопожарной безопасности необходимо уделить пристальное внимание. Если до сих пор в Ингуш-регион-водоканале такие учения по плану проводились раз в квартал, то теперь они станут ежемесячными. Хади Добрива, Рашид Хамхоев, Хаваш Гойгов, Новости 24.